Это полуразвалившееся строение – не что иное, как Ивановская местная школа в Чуйской области 1929 года постройки. Здесь продолжают учиться дети, благо построили рядом с ней из гипсокартона и железа небольшую пристройку. Всего здесь обучается более 500 ребятишек, в основном учащиеся первых классов. Тех, кого не поместили в полуразвалившееся здание, перевели в здание местного Айлок-Муту и здание бывшего ЗАГСа. Там вынуждены были открыть дополнительные классы. Вот даже видно уже, смотрите, все прогнило. Вот, труха сыпется, вот, труха. Учительница начальных классов показывает, в каком состоянии здание. Вместо фундамента гнилые бревна. Строение уже покосилось и вот-вот рухнет. Зато несколько лет назад установили пластиковые окна. Полы и потолок гниют. Вы знаете, вот все вот зависит, видимо, от коррупции. Коррупция. Власти обещают, обращаемся и в правительство, и в прокуратуру, в Айлок-Муту. Это их непосредственная задача. Обращаемся к ним для того, чтобы наши дети учились, внуки учились безопасно в школе. Этого не происходит. Все оставляют, знаете, без внимания. Не обращают на это внимания. Несмотря ни на что, местные власти продолжали вкладывать деньги из бюджета на ремонт. Установили пластиковые окна, провели воду, но это бесполезная трата. Ведь здание признали аварийным, и находиться здесь, тем более проводить уроки, небезопасно. До признания школы аварийной из местного бюджета мы выделяли на частичный ремонт крыш, полов, потолков от 100 до 150 тысяч сомов. Другие даже организации нам обращались, мы помогали. Арис есть программа, Америка есть программа, которые перекрыли крышу, сделали нам пластиковые окна. Но когда пришло дело до фундамента, фундамент оказался деревянный и восстановлению не подлежал. Местные жители бьют тревогу, а здесь должна была быть новая школа в 3 метрах от аварийной. Сюда приезжал Сооронбай Джеймбеков и пообещал, что школа будет завершена в течение 3 лет. Но он отделался лишь громкими словами, заложил капсулу, фундамент, рабочие в течение года возвели стены и на этом остановились. Нет денег. Должны были потратить 53 миллиона сомов. Все или только часть денег, похоже, уже потратили. Гражданские активисты уже не знают, к кому обращаться. Местный акимиат, полномочное представительство, но те посылают на 3 буквы в УКС – Управление капитальным строительством. Ведь это капитальное строение, и отвечать за это должны в Министерстве финансов. Гражданский активист, местный житель Ильяс Амангазиев просит президента обратить на этот беспредел внимание. Вот посмотрите, это заключение МЧС о признании здания аварийным. С 19 года здесь продолжают учиться дети. Виноваты во всем кто? Опять же старые крохоборы, которые сидят в акимиате, в полномочном представительстве, в министерствах и ведомствах. Я, пользуясь случаем, хочу обратиться к ним. Вы должны решать проблемы, писать письма в министерство и просить возобновить строительство. Вы должны решать проблемы простого народа. А там сидят те же люди, Исоо Муркулова и Туйганалы Абдраимова, и охраняют свои кресла. Пока власти ищут деньги, местные нечистые на руку жители воруют строительные материалы. Бабушка и охранник не знают уже, к кому обращаться. Милиция бездействует. Теразадан birinci etажga kirip üstüge çıkıp mana baktan şkolunu ballar gelip barını alıp ketip atışadı. 2018 yılın 5. fevralında geldim. Mana tiştene veredi tiştene 2-3 ay işlep tişlep geçişadı. 2-3 ay işlep tişlep geçişadı. Впрочем, акимиат обещает решить существующие проблемы, охранять долгострой от мародеров и продолжать искать деньги для завершения строительства. Бакыт Кульчуманов, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Чуйская область.